Участники заседания сошлись во мнении, что в Ингушетии есть все условия для развития бокса и вовлечения в него большого количества молодежи, а также подрастающего поколения, перед которым стоит выбор направления в спортивной сфере и будущего призвания. По словам главы региона, общеизвестно, что бокс является популярным и зрелищным видом спорта, а потому привлечет много ребят, если дать импульс его развитию. Я думаю, что для нас это очень важно. И вот этот спорт, он как бы менее затратный, чем вот эти большие, так сказать, команды, еще что-то. И более популярный. И, конечно, популярный. И самое главное, ваша задача, чтобы дети пошли туда, да. Чтобы они заинтересовались этим, особенно мальчишки. Вот, чтобы их вовлекать. Горят глаза, понимаешь, с него будет толк. А примеры же есть. У нас гордость Чахкиева. Самое главное, вы многое сделаете для пацанов. Они у нас отважные, активные. Значит, разработать формат, нормативную базу, алгоритм выработайте. Да, вот конкретно. Вот все, что нужно будет от нас и что мы можем, естественно, ориентироваться будем, потому что вид спорта такой азартный. Возродить второе дыхание или пятое дать боксу, для меня это будет, как для главы, вот все, что от меня зависит, это я буду делать и всегда поддержу. Умар Кремлев, в свою очередь, отметил, что в Ингушетии хорошая история бокса и есть потенциал. В качестве первоочередной задачи для Федерации бокса Ингушетии он обозначил формирование грамотной структуры руководства и менеджмента, а также проведение селекции тренерского состава и создание для них условий, централизованные базы для обучения новых спортсменов. Залы для этого в республике есть. Генсек Федерации бокса России также озвучил предложение включить субъект в программу, в рамках которой заслуженные тренеры России приезжают в регионы для обмена опытом. Поставить руководителя, да, который подвижный был бы. И просто очень много руководителей ссылаются постоянно то на главу, то на министра. А я им всегда говорю о чем. Федерация бокса региональная – это аккредитованное государство, которое отвечает за развитие этого вида спорта. Поставить руководителя, чтобы ежегодный отчет перед министром, и тогда вы будете видеть продвижение. Да. И также, если они не занимаются спонсорами, даже тоже не только бюджет должен выделять, а должны быть частные спонсоры. Это тоже зависит от руководителя федерации, насколько он будет подвижным. Если есть такой человек, кто-нибудь, чтобы такой активный был, именно работа с тренерами, надо просто с ними селекцию провести. Сюда вот мы сейчас Федерация бокса России сделали программу, мы заслуженных тренеров России отправляем в регионы. То есть, чтобы новый руководитель подал заявку, наши тренера приедут, их только надо заселить и все, они пройдут недельное обучение. То есть должна полностью селекция с тренеров и посмотреть, у кого какие залы и как они тренируют их. По итогам встречи Махмуд Али Калиматов заявил о готовности руководства субъекта поддержать предложения, которые дадут толчок и смогут возродить бокс в Ингушетии. Хава Султыгова, Хусен Гаиев, Рахман Цуров, Новости 24.